В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Трезвый, здоровый образ жизни является основой устойчивого развития, так как он способствует улучшению здоровья и повышению производительности труда людей, снижает заболеваемость и увеличивает продолжительность жизни, что, в свою очередь, укрепляет общество и экономику в целом. О важности темы трезвого образа жизни мы сегодня поговорим. Наш гость студии Андрей Головин, президент Международной академии трезвости, директор Евразийской ассоциации здоровья, кандидат экономических наук. Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, немножко подробнее, насколько важна тема трезвого образа жизни сегодня для молодежи и населения в целом? Безусловно, конечно, важна. Мы сегодня активно говорим о реализации национальных проектов на уровне государства. И в первую очередь для нас важна демография, то есть рост рождаемости, снижение смертности, потому что сегодня это вообще основа выживания России, народов России. Без этого суверенитета не будет. И если мы об этом говорим, о трезвости, то трезвость – это залог как раз высокой продолжительности жизни, как вы вначале сказали. Основной фактор, который уносит у нас сегодня жизни, в 70% случаев смертность наступает по причине прямой или косвенной алкоголя. Или это пьяный ДТП, или это какая-то преступность, или это просто человек от опоя умирает. И если мы говорим о северных территориях, то еще в начале 20 века наши русские ученые доказали, что как раз холодный климат приводит где-то в 1,5–2 раза выше смертность от алкоголя. Мы любим все время сравнивать нас с южными регионами, с какой-нибудь там Италией и так далее. Но там люди при том же уровне потребления, смертность у них ниже. То есть фактор именно холода, он играет ключевую роль в этом плане. Поэтому если мы говорим о северных территориях, о северных народах, то здесь трезвость – это, в принципе, исторический залог был выживания. Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, любое, пьянство на северных, убийства возникают, всякая преступность и так далее. У вас реализуется проект сегодня трезвых сел. Это же не просто так он появился, и регион Якутия лидирует в стране по количеству трезвых сел. Это все фактор, конечно. То есть в первую очередь мы должны говорить с вами о жизни. То есть если мы хотим иметь высокое качество жизни, счастливое будущее, здоровье, то трезвость – это один из столпов. А интересно, вы затронули тему, это все-таки, вы думаете, все-таки не генетически предрасположенность какая-то или особенность, а все-таки из-за климата? Смотрите, мы все-таки должны с вами опираться на науку. Есть сегодня ряд исследований, которые пытаются выявить, а какой же там такой ген сидит там у каких-то народов, который вроде как ответственен за алкоголь. Но ведь с моей точки зрения мы снимаем с себя ответственность за наше поведение здесь и сейчас. То есть человек употребляет алкоголь и говорит: у меня же такая генетика. Извините меня, если мы посмотрим на тысячелетия назад, на наших предков, то они не употребляли алкоголь. Мы алкоголь не употребляли еще несколько сот лет назад. И в основном алкоголь мы стали активно потреблять с конца 19 века. В целом по России, Якутия не исключение здесь. Алексей Кулаковский, известный якутский писатель общественной деятельности, писал о том, что Якутия численно растет, но органически умирает. То есть на тот момент употребляли, где-то он писал, по-моему, около 3 литров на душу населения. И это была беда для Якутии. Он переводил это, по-моему, 720 тысяч ведер водки, 720 тысяч литров, неважно. Понимаете, что он имел под этим в виду? То есть якуты растут численно, но органически умирают. То есть насколько это была беда, много повестей в Якутии, показывающих, как родитель, отец уходил, пьянствовал, играл в карты и так далее. Почему это происходило? Это большая беда для нашей территории, поэтому все-таки генетика есть генетика, то есть есть определенная генетически предрасположенность. Но в первую очередь это наше поведение. Мы же с вами нашу генетику можем улучшать, а улучшать за счет чего? За счет здоровья, трезвого образа жизни, правильного поведения. И в этом году исполнилось 40 лет со дня начала последней советской антиалкогольной кампании. Какие выводы мы можем сделать сегодня? Да, 40 лет назад вообще у нас в России за последнее время, за последний, например, век, очень много этих антиалкогольных кампаний происходило. Это 14-й, 20-е года, 28-й, 30-й, 50-й, 70-й и, наконец, 85-й, 88-й. И сейчас с 8-го года, 2008-го реализуется. То есть почему так часто у нас проходят антиалкогольные кампании? И мы постоянно, когда у нас происходит рост алкоголя и связанный с этим ростом преступности, ДТП, смертности, мы начинаем как-то бороться с этими следствиями. Антиалкогольная кампания, ее можно по-разному трактовать. В этом году как раз 15 мая в Общественной палате России мы провели всероссийский форум
с подведением итогов этой антиалкогольной кампании к 40 годам, и были представители Якутии, тоже активно участвовали. Значит, по-разному трактуют, но надо все-таки, мне кажется, опираться на факты. А факты говорят, что рождаемость у нас за тот период увеличилась, смертность понизилась, производительность труда выросла. То есть в целом она дала положительный эффект. Другой вопрос, что нам все время не удается с вами закрепить этот положительный эффект. Почему это происходит? Потому что помимо работы со следствиями, то есть с какими-то запретительными мерами, когда мы ограничиваем продажу по времени, по месту и так далее, нам в первую очередь надо формировать трезвое мировоззрение наших граждан, наших детей. Вот когда я, например, в свое время сделал трезвый выбор, и мне не важно, то есть когда я захожу в магазин, я не обращаю внимания на алкогольные полки. И мне не важно, продается этот алкоголь, не продается. Я прохожу мимо него. И меня никакая реклама, пропаганда не смущает. Вот в этом плане, когда каждый гражданин для себя сделает трезвый выбор и будет понимать, что это залог качественной, крепкой семьи, да, здоровых детей, высокой продолжительность жизни, тогда, соответственно, это и не нужно будет антиалкогольной кампании в нашей стране проводить. Ну и вот вы ранее уже упомянули, да, то, что наша республика является регионом-лидером по количеству трезвых сел. Да, вот насколько эффективна такая практика вообще? Да, действительно, из Якутии, как ни странно, мы тут на днях встречались и с главой города Якутска, и с общественностью. И, конечно, в каждом регионе есть определенные трудности, которые нужно преодолевать. Но если посмотреть в целом на опыт Якутии, это, насколько я знаю, 204 трезвых села. И с 2016 года статистика показывает, что на треть снизилась смертность в этих муниципалитетах, муниципальных районах, улуцах. Снизилась преступность практически на 50%. Экономика стала расти, здоровье стало улучшаться. То есть в целом, пожалуйста, статистика показывает, что это эффективный метод. Но его надо, конечно, и дальше развивать. То есть это порядка, я так понимаю, 100 тысяч человек живет, да, больше 30 муниципальных районов, которые охвачены. И в этом плане тоже здесь важно, мне кажется, для того, чтобы нам закрепить этот эффект, да, потому что статистика показывает, что идут сейчас определенные изменения, в том числе связанные с ростом алкоголя-потребления в целом по России, хотя, в общем, в целом вроде снижается, но по Якутии определенный рост в связи с изменением статистики сбора по алкоголю, некий рост показывает. Мне кажется, для системной профилактики нам нужно дальше закрепляться в системе образования. То есть вводить учебно-методическое это обеспечение по трезвой науке, по трезвому образу жизни в школах наших, чтобы наши дети не делали сделали трезвый выбор уже в школе и понимали, то есть, что им не нужно идти в магазин, потреблять этот алкоголь, да, снижать свое качество жизни и так далее. Тогда нам не нужно будет большие силы, большие деньги тратить на то, чтобы бороться с этими последствиями. Ну и, конечно же, хотелось бы узнать, как в других регионах обстоят в этом плане дела. Если привести пример, может, сравнить даже. Как я сказал, конечно, Якутия в этом плане по многим показателям лидер. То есть в чем она лидер? У нас вообще, если мы говорим о политике, то мы снижаем доступность алкоголя же ведь по времени. Да, у вас с 2 часов до 8 вечера, насколько я знаю, запрещен продажа. По месту у вас от близлежащих территорий социальных, здравоохранения, образования и так далее, 300 метров в каких-то, муниципалитетах даже и до 1000 метров, до километра доходят. И по формату. Вы, наверное, первый регион в стране, у которых введены так называемые спецмагазины, да, которые продают алкоголь, и в простом продуктовом магазине этот алкоголь не встретить. Если говорить о других регионах, то сегодня как раз, я знаю, в Забайкальском крае, в Вологодской области, в других регионах, Бурятии, ваш пример как раз сегодня берется им на вооружение, и они тоже, ограничивают по времени продажу. Сейчас идет активный разговор о том, что эти спецмагазины перестали во многих регионах страны продавать продукты питания, потому что такая агрессивная маркетинговая политика, когда разные специализированные сети снижают стоимость на всякое сладкое, на соки, на газировки, молодежь туда, дети идут, а в первую очередь там продается алкоголь. Поэтому, чтобы этого не было, все-таки я считаю, что специализированные магазины, они должны продавать в первую очередь только как алкоголь, и доступ детей туда должен быть ограничен. Поэтому действительно сегодня мы переживаем новую волну активизации антиалкогольной политики, политики трезвости, и в этом плане Якутия, да, это один из лидеров. Ну и в 2022 году, да, указом президента России приняты основы традиционных духовно-нравственных ценностей, да, которые рассматриваются как основа российского общества для защиты и укрепления суверенитета. Трезвость – это ценность?
Что можно об этом сказать? Вот если мы так выйдем с вами на улицу, да, и спросим нашего простого гражданина, что такое трезвость, да, ну, многие, сейчас, в принципе, это понятие на слуху. Я помню, еще лет 10 назад, ну, как бы трезвость так достаточно негативно, как слово, как термин воспринималась. Вот если мы посмотрим на основу духовно-нравственных ценностей, принятые у нас в стране, которые реализуются всем обществом, то у нас какие ценности там заложены? В первую очередь жизнь, справедливость, крепкая семья, патриотизм, служение Родине. Вот если в целом говорить обо всех этих ценностях, вообще что такое ценности? Это некие нравственные ориентиры, формирующие наше мировоззрение. Так вот, реализовать эти ценности без здоровья и без трезвости невозможно, потому что в первую очередь алкоголь что убивает? Наши клетки нейрона, наш головной мозг, наше мышление. А без мышления, то есть, возможно ли, значит, Какие ценности не нужны? Как можно, значит, возможно ли иметь высокое качество жизни там, и так далее, хорошо себя правильно вести, значит, если ты в пьяном состоянии? Пьяный будет милосердным, справедливым. У нас та же самая семья сегодня разрушается. Один из главных факторов – это алкоголь. Поэтому, конечно, хотя если посмотреть на наши основы духовно-нравственных ценностей, у нас здоровье в стране в целом не является, не определено как ценность. Это тоже момент, который на самом деле нам нужно улучшать, потому что если мы посмотрим на нашу среднюю продолжительность жизни в стране, то она достаточно низкая по сравнению с другими странами. У нас мужчины, например, на 10 лет меньше живут, чем женщины, а в трудоспособном возрасте в 3-4 раза чаще умирают, чем женщины. Причина, опять же, алкоголь. Поэтому вот эта вот точка трезвости и здоровья – это фактор для нашего роста. Если наши дети ведут для себя здоровье и трезвость как ценность, то многие проблемы, с которыми сегодня борются там Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, они решатся сами собой. И мы эти средства сможем как раз перенаправлять на то, чтобы улучшать наше качество жизни, там, материальные условия, духовные и так далее. Ну и по политике трезвости на уровне государства и общества какие-то проекты вообще осуществляются, возможно, есть какие-то планы? Ну вот если говорить, да, вот о политике, сегодня вообще идет переход от антиалкогольной политики, когда мы просто боремся с последствиями, да, значит, вот продажи алкоголя, мы говорим сегодня уже о политике трезвости. Что она предполагает? Это некая такая система вертикально-горизонтального пресса, то есть когда сверху есть система органов публичной власти, снизу общественность, и вместе они работают над тем, чтобы снижать спрос и снижать предложение. Снижение предложения сегодня активно реализовано, это по времени, по месту, по формату, это вот рост акцизов на алкоголь, а вот снижение спроса, над этим нам надо еще работать, то есть это формирование мотивации к трезвому образу жизни, к трезвому мировоззрению. Здесь очень важна система просвещения, как я уже сказал, внедрять в образование. То есть, чтобы с 1 класса у нас появлялись отдельные модули в предметах, там, в дисциплинах, например, в колледжах и вузах, которые говорят о трезвом образе жизни. Сегодня это частично реализуется как внеучебная деятельность. Вот надо это внедрять. Вот мы общались как раз и с главой города. Может быть, мы даже здесь поставим некий эксперимент, чтобы Якутия дальше была лидером в этом плане. Посмотреть несколько школ, провести эксперименты, показать статистически, что действительно вот эти уроки культуры здоровья и трезвости в рамках предметов, они дают большой эффект. То есть дети в 11 классе выпускаются трезвые, создают трезвые семьи, да, у нас растет экономика, ну и в целом положительный эффект достигается. Вот этот момент нам еще надо, конечно, поработать над ним. Да, очень интересно. Андрей Аркадьевич, спасибо вам, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Да, вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.